Добросовестные предприниматели не попадут под проверки налоговиков. Об этом рассказали в Министерстве финансов. Проверять будут только тот бизнес, у которого больше 100 переводов от разных лиц за 30 дней, и если это повторяется в течение 3 месяцев. Проверять каждый перевод по физическим счетам в Казахстане не будут. Об этом рассказали в Комитете госдоходов. В фокус попадут только недобросовестные бизнесмены. Фискальщикам будут поступать данные о тех, кто принимал 100 платежей от разных лиц ежемесячно на протяжении 3 месяцев подряд. Под этот контроль не попадут те, кто работает легально. Банковский перевод для личных целей, они предназначены именно для того, чтобы удовлетворять какие-то свои жизненные необходимые потребности. То есть среди родных, близких, среди друзей перевода. Если видим, что это в предпринимательских целях, таким гражданам будут направлять уведомления. Граждане могут в течение месяца дать пояснение на это уведомление, если они докажут, что это было не в предпринимательских целях. То есть, условно скажем, что сборы какие-то проводились, еще что-то такое, для каких-то общественных целей, то таким гражданам вопросов не будет. Нарушителям, которые заплатят налоги, будет выписано предупреждение. С начала года многие продавцы в магазинах и на рынках перестали принимать безналичную оплату. Но это незаконно. Предприниматели должны предоставлять покупателям выбор платежа. Но некоторые, как оказалось, работали просто как физлица и сейчас спешно открывают ИП и счета. В основном мы принимаем за наличку из-за того, что появились новые требования. Сейчас мы открываем счет, чтобы принимать безналичную оплату. Большинство предпринимателей в стране работают легально и отчисляют налоги. У Асхата Нурлыбаева свой магазин мужской одежды. Мужчина предполагает, что некоторые бизнесмены действуют нелегально из-за непонятной системы налогообложения. У нас очень сложных моментов очень много именно в налоговой системе, потому что где-то нужно платить 3, где-то 4, где-то 12, и это очень сложно понять обычным предпринимателям. Данные по переводам после сдачи декларации за этот год налоговики получат уже в следующем году. При этом, если выяснится, что предприниматель получал доход от переводов и не платил с них налоги, то заплатить придется уже 10% налогов вместо положенных от 1 до 4%. Поэтому, говорят в налоговой, быть честным предпринимателем сейчас даже выгоднее. Анастасия Новикова, Дарон Абдиев, Абзалтур Абеков, Информбюро.